пронзает, я всегда с большим восхищением отношусь и относился к тем, кто умеет, кто владеет вот этим волшебным мастерством сочинять стихи и еще более волшебным мастерством переводить стихи. Это, мне кажется, настолько сложная штука, это надо иметь божественное провидение, волю Аллаха, Христа, Будды, для того, чтобы у каждого народа есть свои гении, есть свои талантливые поэты, чтобы писать стихи, чтобы переводить. И я вот посмотрел, для меня Казахстан очень дорог, очень близок. Я много раз бывал, много писал, много катался когда-то на Чембулаке с Мариной, на горных лыжах, поскольку был членом Национального олимпийского комитета СССР, а там олимпийская база. И Казахстан, и писатели Казахстана до сих пор вот находятся здесь, в сердце, и их не выкормить никогда, никакой перестройкой, никакой переделкой, никакими геополитическими изменениями. Это все в крови, точно так же, как и преданность, наверное, наших отцов. Потому что первое знакомство у меня было тех отцов, которые воевали, у меня было с Егибаем Базарбаевым, который из дивизии Панфилова стоял насмерть. Вот здесь, под Москвой, потерял ногу, был награжден орденом боевого Красного Знамени и руководил колхозом, тоже, который носил блестящее имя Чеканова-Лиханова. Вот там мы ходили на могилу Чеканова-Лиханова, и пили водку даже, и такое было. Казахстан и казахские писатели. Вот сейчас, к сожалению, сложные времена. Вот Иван Иванович может рассказать, и многие, кто находится здесь, рассказать о обстановке. Но мне было стыдно, когда я, например, находясь на съезде писателей Казахстана, не услышал приветствия казахским писателям, блестящим, огромное количество блестящих имен. Не услышал приветствия ни от МСПС, не услышал приветствия ни от Союза писателей России, ни от Союза российских писателей. В Москве у нас 13 писательских союзов, ни один из них не послал слово привета. Не очень стыдно перед вами, я просто, очень много у нас нормальных, хороших в России писателей. Я просто вот от имени своих товарищей приношу вам извинения вот за такую позицию. Мы писали и президенту после этого, вот, Миша Синельников тоже подписывал это письмо, я, Иван Сабила. Вот, наступает та самая пора, когда разъединяться не надо, надо объединяться, потому что и дорога на мировую языковую литературную арену, она так или иначе придет через русский язык, так или иначе, не через английский. Другого пока, так складывается ситуация, другого пока языка нет. Это прекрасно знает у нас в администрации президента. Мы просто, вот Марина, так сказать, она ведет все эти процессы, не раз говорили, ни одно было уже совещание. И я думаю, что наладится наша нормальная, общая литературная жизнь.